показывали, вот последние дни постоянно идет информация о нашей деятельности. Я думаю, ну, давайте вот так пролистаем, да? Вначале первый кадр, да? Все говорят, что первые СРГ там поставили, ну, очень многие говорят, что это группа Керхе. И группа Керхе стала ставить СРГ в 2013 году. А это СРГ, вот видите, да, Кирилл, его сын там, представители его, это 2009 год в Турции. Город Ярлова. Ну, это исторический факт. Это официальная делегация поехала и поставила по просьбе турецких наших друзей якутской СРГ в турецкой земле. Ну, это наши рядовские ребята. Да? Ну, тогда еще ряда не было, но и члены вот дальше как бы сплотились в группе ряда и дальше вот начали продвигать русскую культуру. Дальше смотрим. Ну, Вильям, так ясно, да? Это мы на площадках Объединенных Наций на Генеральной Ассамблее проводим презентацию традиционной якутской культуры. Там, ну, в основном из этого, наверное, да? Дальше. Вот ЮНЕСКО, там есть отделение, мы им тоже предлагали. Вот музей натуральной истории в этом, в Нью-Йорке. И вот флешмоб идет, СС якутский. Я не знаю, такой еще флешмоб еще больше не видел там. Нам запрещают его проводить. Ну, как-то так получилось. Это Централ Парк, самое сердце Нью-Йорка, и мы проводим якутский обряд встречи солнца. Да, давай. А это вот единственный раз, наверное, в Якутии было так, что представитель постоянного форума ООН приезжала именно вот по приглашению общественных организаций. Это Дороти Мадсен-Лейндергарн, она эксперт по вопросам коренных народов в Северо-Восточной Азии. Вот она приезжала к нам на наш фестиваль и общалась с коренными жителями. Вот, это в селе Ой, с этими дичинью, как мы говорим, да? Мы проводили для нее специальный фестиваль. Она общалась вот с рентами, с чукчами. Так, потом члены нашей организации приняли участие в экспедиции экспертов по, как оно правильно называлось, по обычаям и сакральным местам коренных народов Америки. И в их число вошел вот два наших представителя, ну, из Якутии, один из наших, из них, вот, Кирилл Яковлевич, видите, да, они проехали вот, начиная с Нью-Йорка до Калифорнии, по всем вот этим священным местам, и Гранд Каньон, и Аризона, и Нью-Мексико, и так далее. Вот они, люди оценивают работу Вильяма Федоровича как эксперта. Вот поэтому они его взяли в международную команду, да, вот тоже наши клиенты. Дальше. Это мы в 2011 году с представителями, это мы в резервации племени Курук. Курук это под горой Шаста они находятся. Вот на их земле мы приехали по их приглашению и, ну, как бы рассказывали о своей культуре и так далее. Ну, была очень интересная встреча. Так, это очень интересный факт. Это 2011 год, когда мы первый раз встретились с Робин Джо, и где мы договорились об установке якутских СРГ на калифорнийской земле. Конечно, нам не разрешили на самой территории исторического факта. А вот она сама договорилась насчет земли, насчет бревна и так далее. Это вот именно вот в этот момент. Это 2011 год. Вот наша команда там. Потом, да, дальше. Ну, смотрите, статуя свободы, видите, да, сзади, на фоне. Это Либерти парк. И наша свобода. Наш шаман показывает. Это встреча с Либерти парк. Ну, это тоже центр Нью-Джерси. Мы там тоже проводили обряд
шитью традиционной одежды от Сталинского вуза в данном моменте. Они еще побывали вот с помощью Веры Соловьевой, они посетили музей национальной истории в Нью-Йорке. Вот, и подарили вторую копию Чаврона, которая раньше уже была у них. Их было 3 штуки, 2 штуки уже в музее есть, а копию вот Егор Чалин преподнес самой вот руководительнице азиатского отдела. Ну, это то же самое. Потом мы 2 раза принимали на международном фестивале традиции и культура народов мира во Франции, в городе Канна, участие. Ну, мы собирали делегацию и вывозили группу артистов, носителей традиционной культуры в город Канна. Это во время дефиле. Мы по всем улицам вот так проходили. В национальной одежде, пели «Осока» и так далее. Вот очень интересный проект. Вот это первый наш, ну, второй, скорее всего, Арпава во Франции, в городе Канна. Гоша Степанов, вот видим, это обряд проводит очищение, или обряд поклонения духам земли перед установкой Арбала. Ну, вот, очень интересуют, да, вот людей, они всегда проходят. Мы им говорим, вот, когда мы поставим, надо обязательно пройтись вокруг нее, дотронуться до церкви, это вам даст силы и так далее. Все приезжали участники этого фестиваля, вот, хороводы водили вокруг. Вот, дальше. Это вопрос 2012 год. Это уже в рамках 200-летнего юбилея Форкросса. Александр Николаевич, вы все узнали, да? Ну, тоже такие достаточно медийные люди приняли участие в вырезании нашего церкви. Ну, основной мастер у нас был Федор Марков, это его рук дело, он и орел, и вторая вот церковь, ну, очень красивый, это с красного дерева мы изготовили. Дальше. Швидкой дір. Ну вот людям очень интересно было. Там 1000 людей было, они все подходили, смотрели, что за тотемы, для чего они и так далее. Вот, а мы здесь сразу вот на английском языке орлапы делали, и вот на ней сразу можно было 2 зарезов, да, показать более подробно и на английском языке. Вот. И трейлеров увозили наши всякие красивые, да? Мощные. Да, и, кстати, покажите обратно. Вы, наверное, там видите, Майтоновские в Праге, вон двое стоят. Они тоже очень активно участие принимают в этом нашем мероприятии. Ну, вот видите, сколько человек принял участие. Кстати, во время вот этого празднования Рубин вручили Александр Николаевич вручил почетную грамоту Между Мянец золотыми часами, да? Робин? My watch. I got a watch. Да. Мои часы, да, вам это второй церквь на берегу Ков, где в мае этого года поставили табличку памятную. Мы еще принимали участие, но вот видите, куда нас только не заносит. Это окончание календаря мая, 2012 год, 21 декабря, когда конец света, все свечками запасались и так далее, спичками, солью, там вдруг земля перевернется, а мы стоим вот вместе с Майей и просим Всевышних, чтобы ничего тут у нас не закончилось. И вот со своим шаманом мы туда поехали. Вот и они нам показывают, рассказывают. Это носители, хранители времени или носители знаний о календарях майя. Вот они нам рассказывали о механизме
Дальше, ну, смотрите, да, дальше вот. Очень красивая фотография, это на вершине пирамиды Солнца, местности Кабо. Там вообще не разрешают. Как у нас мы умудрились это сделать? Ну, это 21-12 часов дня. Вот мы как раз делаем талдыс и... Ну, ага, это наш якутский шаман. Давай. Очень интересно было. Ну, мы с собой брали еще эти, как они называются, якутский календарь, покажи, назад сделай. Вот стела стоит, да, вот справа смотрите. Вот эта стела, оказывается, и есть тот календарь, который заканчивается в 2012 году. И там кто-то, ну не знаю, может кто-то поленился, до конца не доделал, там только до половины идет вот на этой стене. И все из-за этого конец света получилось, да? И мы пришли, вот все держат якутский календарь спиральный. И вот этот спиральный календарь, они все здесь это как бы благословили на дальнейшее продолжение. И можно так понимать, что якутский спиральный календарь продолжение майского календаря. Ну, с таким намеком мы это сделали. Действительно, старейшины это очень серьезное выступление. Да? Ну вот, как вы знаете, что у нас традиционный лекарь с нами, шаман Тимир, вот старейшины как раз вот благословляют якутский календарь спиральный. Это все носители, хранители времени, можно так сказать. Дальше. Вот майя так встречает вот новое летоисчисление. Это уже 22-й, 12 часов дня, 22 декабря. Все белых одеяния приходят и молятся солнцу, чтобы вот ничего плохого не случилось. Это майя. Да. А это первый официальный, можно так сказать, исык в Европе. Почему-то стали говорить, что все первый исык был. А это вот настоящий первый исык мы проводили для комиссии ЮНЕСКО в 2013 году в городе Кан. После этого мы к Кан поехали. После этого мероприятия. Да, мы здесь проводили. Но мы стараемся проводить, если делаем, ну как исык, да, мы если популяризируем культуру, мы делаем это очень серьезно. Мы стараемся делать не как шоу, а именно вот со всеми традициями. Да, вот. Должны быть обязательно национальные виды спорта, обязательно должен быть коммунист, обязательно должны быть лошади, пюття, там, албышиты, бикини, тойцута. Ну вот все это мы с тобой берем и показываем. Ну, это же традиция всего народа, мы не имеем права пальчик показывать. Поэтому вот такое вот мероприятие мы проводим. Теперь вот... Мой дом. Это в Кармену в гостях, расслабленные. После долгой езды мы с Франции на машине приехали вот, в Мадрид, эскалетор. Вот и мы сидели. Это Федор показывает свои изделия из мамонта. Он выставку делал во Франции. После этого вот. А вот наша группа. Ну да, это был как топ, муляж. Сразу говорю, это не настоящий компьютер, а муляж. Вот, черта, не черта, да, чапы делаем. Потом сделали, установили обязательно возле якутского балагана должен стоять якутская СРГ. Ну, как по традиции. Поэтому мы, как без этого, поставили якутская СРГ. Называли столкой, наверное, вот, и сделал вот на этом мы наши испытания. Ну, кроме этого, я, например, состою в комитете Всемирных игр коренных народов. Это презентация первых Всемирных игр коренных народов в ООН. Вот все лидеры, вон там Литл Джейл с Канады, Марко Старена, мои друзья с Бразилии, и вся команда, это члены правительства Бразилии. Они презентовали первые спортивные игры, и меня пригласили как члена, да, дальше. Вот мы с Павлом Сиканзиго, вот знаете, вот мы выступали как раз по включении российской команды в состав, ну не в состав, чтобы у нас тоже наши игры включили. Мы там добились, чтобы включили якутское лассо, ну как
называется Мамута. И второе это Масрисы. И потом через полгода меня пригласили в Бразилию, в город Бразилия. Это техническое совещание первых всемирных игр коренных народов. Я там как раз правила рассказывал Масрисинга и этого Мамута. Дальше. Ну вот я там как раз вот перед моим выступлением. Да, дальше. Ну вот видите, сколько народу там было. Там было около 30 стран представителей. И мы вот с Павлом Зелензига, там, дальше, не думаю, вот все представители. Это как раз следующий год после этого было. Чемпионат мира по футболу. Очень хорошие у них такие команды. Потом мы создали оргкомитет в России. И я вот сам председателем был Павел Зелензига, а я был его заместителем. И мы пресс-конференцию давали в Москве по итогам вот нашей поездки в Бразилию. Дальше. Ну, это мои друзья в Канаде. Это традиционные, как это сказать, это Маури у нас там друг есть. И он говорит, давайте вот так выступим. И мы на Новый год ездили как раз в Канаду. Все сидим. Это как раз вот комитет всемирных игр, весь состав. А потом мы вот несколько раз работали в музее американской натуральной истории в Нью-Йорке. Естественно, это с помощью Сахарясбары. Мы это очень ценим. Да, вот Вера, там, Сарина и ну, все остальные. Да, дальше. Ну вот видите, да? Кстати, это очень уникальный экспонат. Это мы сперва думали, что это якутская, оказалось чукотская. Учутки, не было интересно. Хотя они как кузнечным делом вроде не занимались, а у них все равно есть вот. Потом, это еще самый уникальный экспонат. Это мы очень долго разговаривали, чтобы нам разрешили. Это второе хранилище музея натуральной истории Америки. Вот этот экспонат еще никто кроме нас не видел. Это как раз тот урасан, о котором говорили еще, сколько давно. Это вывезли еще во времена этого Еберсонской экспедиции. Косура, да, мы его не смогли. Вот они хранятся в таких рулонах. Его, чтобы развернуть, она трескается. Вот они его вообще не трогают. Она вот так и лежит у них. И смотрите, да, очень такая серьезная у них. Да, давай дальше. Ну вот пытались мы его немножко раскрутить, и она начала трескаться, и нам запретили это делать. Очень интересные узоры и так далее. Ну, Вильям, как этнограф, это он все оттуда списал, сфотографировал, да, по-моему. Юра, ты же был так, вот это как раз в этом музее. Вот Сирий Теркрода, я который был в музее. Дальше. Ну, это 2014 год. Мы в Гуадалахар-центре открываем день фестиваля русской культуры. Ну, вот, это рабочий момент, и мы очень много обсуждали. Вот, я до сих пор, да, очень, вообще преклоняясь перед теми людьми, которые в Гуадалахар, они сделали почти невозможное. Мы выехали почти 50 человек туда. Представляете, да? И всех они обеспечили жильем, питанием, транспортировку, конечно, сложно было, но частично они транспортировку тоже решили. Вот. Удивительные люди. Я представляю, в деньгах это все, поскольку вот рабочий момент обсуждаем с директором центра. Потом нас еще пригласили Робин. Это Генеральное консульство России в Сан-Франциско. День России нас пригласили, и вот Сергей Владимиров нас всех представил перед своими коллегами. Там было около 30 разных его коллег, из разных дипломатов, из разных консульств. Там корейцы были, японцы были, так и так далее. Он говорил, вот смотрите, даже такие смелые люди с Якутии приехали, они тут целый фестиваль проводят, учитесь там, типа такого, что-то говорил. Очень интересно. Ну
подготовки к цирку, готовим эти сергеи, это очень мощные сергеи, вот они по диаметру где-то по 80 сантиметров, по-моему, становятся. Мука, наш спонсор главный, да, мы работаем дальше. Ну вот такое красивое сооружение у нас получилось на берегу Тихого океана. Да, очень красивая фотография. Сейчас вот очень многие вот это копируют, вот этот сергея. Ну вот, встреча солнца. Обязательно. Рекордный потом. Ага, это тоже после встречи солнца. Видите, это обязательно у нас присутствует лошадь. Светлый и черный мать. Дальше. По 50-летия. Ну, это традиционный обряд сопровождения щита. Два крыла. Потом мы угощаем вот всех почетных гостей. Мы сами, наверное, смотрите, вот лошади красивые, украшенные. Вот традиционный Дэвид. Ну, танцы, естественно, да. Концерты в нескольких местах. Это артисты театра Александра Ефреева и Это тоже я хочу, коллега. ну вот, поговорим. Ага. Ну вот, Робин нас приглашала себе домой. Мы у нее в этом гостях, она нас только сейчас смотрит, вот часть стола видно, но поверьте мне, там стол был полный вообще, там фруктов, так мы не меряем. Вот. А еще нас приглашали провести культурный event, культурную часть этого выставки, художественной выставки по народу Сибири. И мы вот приняли участие все вот в этом мероприятии, там на коммусе играли, песни пели, так далее. Ну, эта фотография была. Это шаман Кашария. Он живой или нет? Лорен Смит. Он живой или нет? Нет, Он живой из Still Alive? No, he passed away last year. В прошлом году. В прошлом году был. Да, очень интересный человек. Ладно. О наших мероприятиях ООН не знаете, потому что мы уже благодаря вот таким мероприятиям, таким мероприятиям, мы сейчас имеем такие места. Это презентация нашего каталога, материальной истории, которого мы постоянно сопровождаем, проводим его мероприятия. Он как спикер приходит и вот, как презентует свои видео. Ну, а мы делаем это. Это все члены комиссии постоянного форума. Тут, по-моему, 12 разных стран. А это в прошлом году мы ставили, может, слышали, в Анкоридже Сергей. Ну, это в рамках российско-американского христианского партнерства. Это вот слева, от меня слева, это Пол Пуш, это главный наш, друг, который предоставил свой дом, предоставил вот эти бревна, с чего мы вырезали Сергея. Это уже якутская делегация приехала, когда мы уже закончили, вот эти приехали. Это во дворе дома Пола Пуша, в Анкоридже. Да. А это второй тотем, который мы поставим, потом покажем. Это где въезд в город Анкоридж, называется Welcome to Anchorage, и там стоит СРГ. Это очень интересный проект. Конечно, это я целый год с ними договаривался, и в конце концов они согласились, что такой проект можно делать. Да. Вот мы втроем делаем. Юра, Вильям, я. Вот это красивое сооружение. Видите, да, снизу, она на пластиковой трубе. Это из-за того, что у нас всегда Сергей гниет на месте стыка земли и этого дерева. Поэтому, чтобы такого не происходило,
приезжал, интересовался, вот, как проект идет. То есть привез с собой телевидение местное. То есть что-то он ставили телезвезды местные. А это потом мы между своей работой еще съездили в Керкес, встречаемся с заместителем мэра города Керкес, и мы им объяснили, что там церковь неправильно стоит, и надо ее перенести с центра там какой-то там культуры в библиотеку. Они вот согласились, говорят, что когда они его перенесли. И вот установка, сама установка вот этого церковь, которую мы там сделали. Арбитр, да, дальше? А вот Анкоридж Дороган. Перебывая архитектура, как Якутск приезжаешь, у нас 3 лет. Ну, мы, естественно, там выступали еще в рамках Родопа, российско-американского партнерства. Мы были официальными членами вот этого собрания, и нам давали возможность выступить со своими проектами. Есть презентации дальше. Ну, вот я там еще презентацию делаю. Ну, вот, Беркович. Ну, еще вы знаете, мы в прошлом году почти в декабре, в конце года провели мероприятие в Мексике. Да, это все начиналось вот с университета коренных народов Мексики. Да. Да. И вот такой у нас был, вот, видите, до 30 декабря, ноября, 1, 2, 3, 4 дня у нас было мероприятие, мы вот нам построили вот такое эстафета. Сейчас дальше покажем. Ну вот, и, да, наши мудрые мастера, очень сложно вырезалось вот это дерево. Это каменное дерево, которое, когда воду бросаешь, она тонет. Тонет, да. Мы проверяем, тонет. Она очень тяжелая. Еле трактором его поднимаешь. Да. Ну вот видите, да. Это территория нашей очень хорошей. Вот я говорю. Ну, незнакомые нашей соподвижницы. И она это экскурсию делали для наших якутских делегаций по всем значимым местам города Валиадолид. Вот наши гики, которые принимали участие на концертах. Потом наша выставка была. Потом кинофильмы делали. У меня все фотографии просто не вмещаются, поэтому потом вот мы подписали соглашение о сотрудничестве между Кунтарским и вузом города Валиадолид. Очень интересно, красиво. Дальше. Да. Будьте любезны, тоже очень красивые сюжет. Там и хумыс настоящий, и мясо настоящее, все там. И лошади, кстати, лошади там сбоку стоят. Но они есть. Вон дальше там видно. Голова на заднем плане. Ну, вот, и швирки и так далее. Ну, вот все по традиционному ряду. Туда положено делать. Дальше. Очень красивое природа. А это место называется сердце земли, кстати. Чичимелан называется. Чичимелан это сердце земли, да? По-испански. Чичимелан. Corazón de la tierra. Это по-испански. Сердце земли, corazón de la tierra. А Чичимелан Это, видимо, местно. Ну, надо объяснить так. Майянский язык. Ну вот подписали соглашение. Это для города стоит. Ну вот здесь все это довольны снять, сфотографировались там Мэры. Да, вот так, кстати, вот посередине стоит Таня Корякина. Это человек как Бог для нас. Понимаете, это вот, благодаря ей все вот эти наши мероприятия завершились удачно, потому что она и как переводчик, и как организатор, и как спонсор, что только она не делала. Молодец, она здорово помогала именно реализации для своей вот, предприятия.
обмен культурой, да, получается. Они нас в этом году очень тепло приняли, мы с ними, ну вот, они показали нас, вот, одна там владелица магазина, она нам показала свой магазин, свою фабрику, где изготавливают вот эти традиционную одежду для наваха. Ну и пау-вау у этих индейцев. Мы специально туда поехали, чтобы посмотреть, что это из себя представляет. Ну, очень крутое мероприятие, там более 200 тысяч, уже как у нас на городском свете собирается индейцев коренных, более, сказали, сколько, 120, ну, более 120 племен собирается. Ну и везде и всюду пляски, танцы, продажа, там что только там не было. Очень интересно. Это в Нью-Мексико проходит, в городе Альбукерке. Ну, у нас дальше по программе была встреча с руководством музея технического университета Наваха. Они изъявили желание как бы, сотрудничества в области культуры. И мы вот им объясняли ну, свои возможности и предлагали свои услуги, как мы что можем сделать. И они нам целую презентацию сделали нашего визита. Вот они, там директор этого университета, ну, там профессора вот сидят и так далее. Они очень интересные мероприятия нам провели. Показывали свою культуру. Ну вот и подарили напоследок нам священную свою. Это посуда же, да? Маша, это посуда же? Это их традиционная корзина, которая именно для благополучия семейной жизни символизирует. Ну и вот кратко я тут скажу. В 2007 году в газета.ру индейцы оказались северяками, ближайшими родственниками американцев. Оказались европейцы. Это не я писал, это вот Алексей Петров, Владимир Крам. Это российские журналисты. Нас эта информация очень заинтересовала, и мы думаем, ну, надо проверить. И здесь пишется, что вот, есть, да, такой, Ной Розенберг, да, из Мичиганского университета. Мы разыскали этого человека, этого профессора, он работает сейчас в этом Стэнфордском университете в Калифорнии. И мы с ним списались, говорили, и все-таки мы его нашли и посетили его офис. И, ну, сказали, насколько правдива вот эта информация, насколько надо верить вот этой информации. Он сказал, что и было такое исследование, только говорит, это там коряки и чукчи, а не кудыринцы. Там, говорит, вот ошибочка, говорит, была. А в самом деле, говорит, это действительно была такая информация и исследование. И он мне кучу документов в электронном варианте дал, мы сейчас, в принципе, потихонечку их читаем. Вот у него в офисе. Это профессор, доктор Белорийский. Ну и потом мы съездили отреставрировать свои вот ту фотографию видели, да, первая, очень красивая. Она немножко сейчас вот потускнела, уже так выглядит на сегодняшний день. Там вообще вот этих волос не было, конских и так далее, это мы с собой везли туда, со своими приключениями. Мы вот установили, там были отломаны некоторые куски, их тоже восстановили. И вот на сегодняшний день она. Так вот, и вкратце у нас по основной деятельности мы этнографические еще эти исследования делаем. Ну, экспедиции. Вот мы втроем ездили, где скрывался Василий Манчар в свое время. Тоже хотелось посмотреть на историческую личность нашего народа, где он скрывался и так далее. Вот. Арамас, древнее захоронение, когда когда время позволяет заниматься. Ну и участвовать в различных телеэфирах. Я тут про конституционные права коренных народов на